Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Редколлегия». Это программа, в которой мы вместе с редакторами и журналистами уфимских СМИ разбираем главные новости этой недели. Меня зовут Елена Черкова. В гостях у нас сегодня главный редактор информационного агентства «Медиакорсейт» Разиф Абдуллин. Разиф, приветствую. И заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Булат Баширов. Добрый день. Добрый день. Мы работаем по старой схеме, той схеме, к которой все наши гости уже давно привыкли. Мы сначала поговорим о том, какие новости на этой неделе были больше всего читаемы, да, читателями, извините за тавтологию, на уфимских СМИ, потом обсудим события недели, поговорим про заголовок и цитату недели, а начнем с топ-3 новостей. Портал proUFU.ru предоставил нам свои топ-3 новостей. У них на первом месте федеральная новость о том, что Минэкономразвития России предложило увеличить тарифы ЖКХ вслед за НДС. На втором месте новость о том, что в Стерлитамаке ночью сгорел дом мэра города. Из огня спасли его сына-школьника. Об этом, в принципе, много кто написал из наших коллег. Мы в том числе тоже об этом писали. И на третьем месте в Башкирии 80-летний педофил надругался над 13-летней девочкой с аутизмом. «Комсомольская правда» в Уфе. У них на первом месте появились фото с места ДТП в Уфе, где Ауди насмерть сбила пешехода. Ужасная была новость. В Черниковке, если я не ошибаюсь, да, сбил мужчина за рулем, 27-летний, насмерть практически там просто разорвало человека. А на втором месте в Башкирии 2-летняя девочка утонула в искусственном водоеме для птиц. И третье место следователи проверят случай падения ребенка с тарзанки в Уфимском парке. Буквально на этой неделе произошло, на днях. РБК Уфа, у них, как обычно, больше про экономику. Первое место, самую дорогую квартиру в Уфе не могут продать уже несколько лет. За это время цена снизилась вдвое. К застройке территории кондитерской фабрики в Уфе привлекли Талан, это второе место. И на третьем месте дорога Уфа-Абзаково вошла в топ-5 самых красивых автомаршрутов России. Если говорить о сайте нашем, эхомскуфа.ру, у нас на первом месте также новость про аварию в Черниковке. В Уфе водитель насмерть сбил пешехода и сбежал. На втором месте уфимский завод «Промсвязь» продадут с торгов за 710 миллионов рублей. «Коммерсант» тоже писал об этом. И на третьем месте в Стерлитамаке сгорел дом главы городской администрации Владимира Куликова. Ну, местами мы перекликаемся с коллегами. Что у вас? Булат, начнешь? Начну. Давай. У нас на этой неделе на первом месте по читаемости новость о том, что транспортная прокуратура не стала наказывать Рустама Анамурадова за посадку вертолета в Стерлитамаке. О том, что СК по Башкирии проводит проверку по факту смерти работника Башнефть Навойл. И на третьем месте фонд «Петербургская политика» включила Башкирию в число регионов, где может смениться губернатор, глава республики. Разив, как у вас? У нас на МКС две новости одной темы объединены. Приставы потребовали жительницы Башкирии чужой долг в 203 миллиона рублей. И вторая новость, окончание этой истории, приставы признали вину жительницы Башкирии, требовали те же самые 203 миллиона рублей. На третьем месте в Башкирии чиновник требует компенсацию с онкобольной, выселенной на улицу. Вот это очень интересная история, она, конечно, довольно печальна. Может, подробнее можете об этом рассказать? Да, это очень печальная история, это мы в ней как бы подробно разбирались. Жительница, город, сейчас могу ошибиться. Мелеуз? Мелеуз, да, Мелеуз. Вот, она болеет раковым заболеванием, онкоболезнью. Вот, и в свое время она стояла давно в очереди. Ей предложили квартиру, но оказалось, что это не нормальная квартира, а некое нежилое здание, там какое-то там, вот, куда она не пожелала вселяться. Она со своей болью пошла к депутату Госдумы, по-моему, Зугура Рахматуллина. И с ее помощью, вроде бы, ее квартирный вопрос решился, ей предоставили жилье, населилось, все нормально, но на этапе, когда речь зашла о том, что нужно все оформить в собственность, с нее потребовали деньги, 300 тысяч, а у нее таких денег не было. Вот, и она как бы в итоге оказалась, жила в квартире, которая до сих пор числится в муниципальной собственности. И глава муниципалитета подал на нее в суд, чтобы ее выселили. В итоге ее выселяют, то есть она теперь в данный момент находится в Москве на лечении. Вот у нее дочка учится в Москве, у нее тоже были проблемы, там ее в Мелеузе из местного педучилища отселяли из колледжа.
выгоняли из-за этих проблем с администрацией. И чиновники считают, что из-за того, что у мамы проблемы с администрацией за квартиры, выгнали ребенка. Да. И чиновники считают, что мама наговорила лишнего, она на видео сказала журналистам, что вот ее не пустили, вернее, ей не стали оформлять документы из-за того, что она не дала взятку. Она, видимо, восприняла эти деньги как попытку взятки, что ли. Вот. Ну, то есть, условно говоря, вот эта ситуация сейчас перешла в судебную плоскость. В любом случае, я так понимаю, шансов на то, что ей эту квартиру вернут, не вернут, достаточно мало. Ну, вот, мы надеемся, что, может, с помощью огласки и каким-то другим образом, может быть, поможем ей. Тогда еще хочу спросить по поводу предыдущих первых новостей. Вот первые две новости вы объединили, это одна тема. Там что такое вообще? Как тоже так получилось? Тема. Бывает так, что, как мы поняли, что судебные приставы идентифицируют человека по 3 признакам: по фамилии, имя, отчеству, по году рождения, что-то еще какому-то третьему. И все эти 3 признака совпадали. Вот, и были полностью тезки в Башкирии. Она жительница Дуванского района, живет сама работает в Уфе, вернее. Вот, а ее тезка из Кемеровской области. И, возможно, там даже и паспортные данные, может быть, они были каким-то образом, какая-то копия была подделана. То есть кто-то кредит получил большой, вот, а повесили долг на жительницу Башкирии. И она, в принципе, пыталась доказать, что это не она, потому что она живет в Башкирии, не может физически там взять вообще эти деньги. Вот. Но в итоге, как бы, приставы на данный момент сняли с нее, с ее счета, блокировку. К сожалению, такие истории часто у нас происходят. Ну что, мы разобрались, значит, с нашим топом, а теперь давайте перейдем к тому, что и вы, и мы можем назвать событием этой недели. По версии редакции «Эхо Москвы» в Уфе событием недели, конечно же, снова стала ситуация с заводом БСК и с шиханами. В среду у нас на эту тему эта тема вышла на федеральный уровень. В Стерлитамак приезжала съемочная группа канала «Россия-24». Они сняли очень такой трогательный сюжет, рассказывали о том, как будет плохо Стерлитамаку, если завод закроют и если гору в итоге не будут разрабатывать. И там, как, конечно, умеет «Россия-24», они не могли обойтись без американцев и прочих иностранцев, которые прям посягают фактически на соду и на то, чтобы занять места на рынке. Писали об этом многие наши коллеги, и вы, и мы. Расскажите, как вы эту тему отрабатывали. Тем более вчера на заводе БСК было совещание с заместителем министра промышленности и торговли России. Булат, я знаю, что ваша редакция была на этом совещании. Как это все проходило? Честно говоря, напрямую этот вопрос не отвечу, потому что не присутствовал. Ну, Наталья была, но мы с ней не виделись, не обсуждали, точнее, мы с ней сегодня виделись, но не обсуждали этот момент. Как вы узнали, что приедет туда чиновник из правительства России? Мне позвонили с Башхима и пригласили. А вы сразу знали имя этого человека? Я знал. Вы знали. То я почему спрашиваю, потому что коллеги, например, портал про Уфу, они писали материал о том, что приедет некто, какой-то чиновник из Министерства промышленности и торговли, но они не знали его имени. И примечательно, что Рамиль Рахматов, редактор про Уфу, он звонил в администрацию главы республики и в местный Минпромторг республики, и там, как он утверждает, очень удивились этой новости. Да, они были не в курсе. Но интересно, что я потом позвонила в администрацию Стерлитамака, просто в пресс-службу, спросила, кто там едет. И мне прям назвали фамилию, имя. Говорят, ну вот там такой-то едет. Ну, мы, говорит, в принципе, не очень как-то бурно на это отреагировали. Он едет вот только на БСК, в город он как-то особо заезжать не будет, ничего не будет. Вот насколько вообще вам вся эта ситуация кажется правдоподобной, когда замминистра говорит, что они просто очень озабочены, и вот они поэтому приехали? Ну, трудно сказать. Но дело в том, что если прочитать речь этого товарища, замминистра Евтухов, если не ошибаюсь, да? Вот, ну, он якобы, вот как только у него отпуск закончился, или он даже из отпуска вышел, когда узнал, что на СОДе собираются сокращать персонал, массовое сокращение готовится, он как бы сразу же озаботился этой темой. То есть, в принципе, ну, не знаю, я вот лично этого человека не знаю, я думаю, ему не стоит врать, как бы, скорее всего, может быть, ему министр поручил, может, он сам так приехал. Но вид
видно, что по ситуации на этой неделе, что тема соды, она как бы активно муссируется. Это же понятно. То есть федеральный телеканал приехал, потом российская газета опубликовала мнение экспертов, потом приехал этот замминистра. То есть видно, что некое развитие событий мы наблюдаем, как бы на его, мы все очевидцы. Понятно, что сейчас что-то происходит. Что именно, это можно просто вот уже как бы анализировать ситуацию. Булат, у вас какое мнение по этому поводу? Ну, пожалуй, я соглашусь с Разифом. Но все-таки есть у меня какой-то червячок меня гложет, что... Неспроста это неспроста, все так? Да, неспроста. Просто, неспроста просто... Ну, можешь объяснить, этот червячок, это как бы ни о чем не говорит. Слушай, мне еще жить в этом городе, ты что? Ну, вы осторожнее. Подождите, вам в Стерлитамаке не жить, так что нормально все. Да. Я там был один раз. Вот, тем более, что... Много лет назад. Да. Так что за червячок-то? Ну, наверное, больше это связано с публикацией в социальных сетях, да, там, где наши коллеги, люди, которые так или иначе как-то связаны близко и далеко со СМИ, говорят о том, что в некие там московские пиар-агентства поступили средства на прокачку вот этой темы, в пользу, разумеется, башкирской содовой компании. Поэтому, совершенно не исключаю, что с господином Евтуховым, да, могли так неофициально побеседовать, не говорю, что ему что-то там могли заплатить и так далее, но попросить о какой-то, может быть, там поддержке, да, чтобы он приехал и вот здесь непосредственно на месте как бы вник в эту ситуацию. Хотя, как я понимаю, господин Евтухов не на 100% в теме, потому что, там, судя по его словам, да, он заявил о том, что не в курсе того, что жители Башкирии протестуют, высказывают недовольство возможной разработкой Шихана. Поэтому, мнения могут быть разные, считать мы можем все что угодно. Естественно, вот как Разиф уже выразился, всей полноты информации у нас нет, к сожалению. Я просто к чему вот это сейчас вспомнила, да, про там возможные, там, как это сказать-то по-человечески, что человек не просто так приехал, да, и решил, что вот они озаботились. У нас был политолог Дмитрий Михайличенко на днях в эфире, и вот он сказал, что когда подобные сюжеты, которые вышли, например, на «Россия-24», они выходят не просто так и не по заказу чьему-то, они выходят по прямой указке администрации президента, и якобы, по его мнению, вот этот вопрос уже он, практически решен, так что осталось только дело за малым, там сейчас напряжение снять среди местных жителей. Вот такая позиция вам как? Вполне жизнеспособна. Вот это само совещание, на ваш взгляд, оно просто люди пришли, поговорили, или оно все-таки возымеет какой-то результат? Там же явный посыл был, если вы понимаете, сейчас неким образом мяч на стороне республиканской власти. То есть из уст замминистра прозвучали конкретные слова, что статус памятника горе придавали местная власть республиканская, теперь как бы и снятие его тоже может, это как бы звучало контекстом, что типа власти, сейчас могу даже процитировать. Вот это интересно, должны что вы заметили. Единственное верное решение. Вот это как бы цитата недели, забегая заранее. Вот хорошо, что вы заметили, потому что некоторые наши коллеги буквально вынесли в заголовок тот факт, что Евтухов якобы прям призвал снять этот охранный статус Шиханов. Мне кажется, это немного вырвано все-таки Он сказал из контекста. же еще, что мы выработаем официальную позицию и донесем ее до правительства Башкирии. То есть пока она еще не сформирована, ее пока официальной позиции нету, как такового, была некая рабочая поездка, можно так пока выразиться, но о том, что что-то такое назревает в ситуации с Шиханами, и, насколько я понимаю, сейчас есть определенное давление на руководство региона, это как бы это же видно, это очевидно. Нам тут смс-ки шлют наши слушатели. Не знаю, насколько, конечно, они по адресу, но вот спрашивает, например, Азат, почему руководство СОДа не уважает Хамитова? И уйдет ли Хамитов до Нового года? Какие ваши, коллеги, предсказания? Магический шар, где наш магический шар? Понятно, что Рустем Закиевич сейчас между молотом и наковальней находится, да? Уже в кулуарах обсуждали. Момент, скажем так грубо, сдался Шихан, будет врагом местных жителей. Не сдался Шихан,
все равно будет врагом местных жителей. Если соду закроют, а если Башхим закроет, БСК закроет соду, то сколько там, 7 тысяч жителей Стерлитамака, напрямую связанных с предприятием, останутся без работы, а, соответственно, не напрямую связанных там еще больше. Поэтому у него такой очень сложный выбор. Ну, я то есть он в такой ситуации, когда любое решение будет не в его пользу. Да, он заложник. Поэтому уйдет, не уйдет, это уже либо личное решение должно быть, что в этой ситуации я не могу ничего принять решение. И как бы логично уйти из поста. Если он уйдет, то он все равно в лице многих будет. Нет, ну можно же уйти и сказать, я вот не могу ни туда, ни сюда не пойти, поэтому я решаю как бы снять с себя ответственность. Третью дорожку может быть, найти, да? Да, какая-то вот такая ситуация. Но это уж, я говорю, на совести политика, ну, как бы самого стоит. А то, что он сейчас в очень неловком положении, очень как бы крайне таком непонятной ситуации он находится, это же тоже очевидно. Угу. Ну, с этим разобрались. На ваш взгляд, вот это было событие недели по версии «Эхо Москвы» в Уфе. На ваш взгляд, есть еще какие-то события, о которых стоит поговорить, что возбудило внимание читателей? Ничего? Только сода? Ничего на ум не приходит. Разив, как у вас? Мне, например, нравится приятное событие в виде победы футбольного клуба Уфа в Еврокубке, первой победы. Я просто болельщик, поэтому могу сказать, что это мое мнение. Я еще хотела, знаете, поговорить по поводу дольщиков, которые на этой неделе также стоят с одиночными пикетами. Медиакорсеть отслеживает как раз эту ситуацию. Это дольщики Миловского парка. И у вас был материал о том, что Генпрокуратура России заинтересовалась этой темой. Вот расскажите об этом подробнее. Ну, честно говоря, тут ничего нового нет. Эта ситуация длится уже очень давно. И часть дольщиков, они вроде как бы спокойны, надеются на решение ситуации с помощью правительства. Там создан специальный орган, сейчас длинное название не буду вспоминать. А часть, и по разной информации, не самых бедных дольщиков, возможно, они хотят форсировать события, как бы вернуть свои капиталы и так далее, и так далее. Вот, но вот эта ситуация с Генпрокуратурой, что это было такое? Ну, я сейчас, честно говоря, просто в памяти мне это подробности далеко остались. Вы писали, что якобы проходит какая-то проверка. Я вам напомню сейчас содержание ваших материалов. Да. Нет, к сожалению, извините, просто за день проходит, и за неделю проходит столько. Ну окей, то есть понятно, что главным все-таки событием на этой неделе у нас была сода. Я думаю, она еще долго у нас останется в числе таких очень значимых, очень громких событий. Мы тогда закончим с обзором событий недели и перейдем к теме заголовков недели. Коллеги, начните. Кто предложит лучший заголовок, который был в прессе на этой неделе? Разив. Ну, мы предлагаем такой заголовок, чтобы, может, подчеркнуть саму тему. В Уфе любят строить дешево, плохо и быстро. То есть у нас очень хорошее было интервью с одним из таких специалистов, архитекторов Дубинского, с Леонидом Дубинским. И там много он интересного рассказал. Я считаю, его стоит почитать. Булат, у вас что? Сейчас я найду. Вы пока ищите, а я зачитаю наш заголовок недели. По версии «Эхо Москвы» огромного, просто, не знаю, аплодисментов стоя заслуживает заголовок. На портале «Идель Реалии» Рустем Хамитов предложил производить патриотичный башкирский соус. Я напомню, может быть, если вы не в курсе, или наши слушатели не в курсе, у Рустема Хамитова был рабочий визит в Буздякский район, и он там, в частности, встречался с руководством консервного комбината, того самого, который у нас производит соусы, соки и прочее, прочее. И ему там предложили протестировать продукцию, предложили соусы там краснодарский, татарский, еще какой-то, много было названий, и на это Рустем Хамитов сказал, что это, собственно, у вас тут и татарский, и краснодарский, это непорядочек, да, не патриотично, и вообще нужно сделать соус башкирский. И, как пишет портал «Идель Реалии», руководство этого комбината прям послушалось и сказало, что вот фактически уже в процессе идет разработка этого рецепта. Интересно, что мы, шутки ради, в эфире утреннем нашем поставили вопрос на голосование среди наших слушателей. Вообще вам принципиально, чтобы соус назывался башкирским? Нужен он вам или нет? И, в общем, слушатели наши сказали, что им не важно, как это называется, главное, чтобы продукция была хорошая. Булат, нашли ли вы заголовок недели по версии «Коммерсанта»? Да, я нашел наш коммерсантовский заголовок «Талант к реновации». Красиво было. Красиво. Наталья Андреевна Павлова, как всегда, вам аплодисменты. Коммерсант отличается
хорошими заголовками. Да, у «Коммерсанта» отличные заголовки. Мы сейчас прервемся на федеральные новости, затем вернемся в студию и продолжим. Московское время 13 часов 30 минут. Здравствуйте, в студии Александр Плющев, и в эфире выпуск новостей. Президент России не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургические, горнодобывающие и химические сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в СМИ было опубликовано письмо помощника президента России Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора. В публикуемом письме стояла резолюция главы государства. В Европейском Союзе обеспокоены состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая. Об этом говорится в коммюнике официального представителя Европейской внешнеполитической службы. Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на Крымском полуострове, и все незаконно задержанные граждане Украины будут незамедлительно освобождены, отмечается в заявлении представителя ЕС. Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму, своей голодовкой добивается освобождения украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам. В карельском городе Кандапога сегодня утром сгорела деревянная церковь Успения Божией Матери XVIII века. Это была одна из самых высоких деревянных церквей русского севера. Она считалась выдающимся памятником народного деревянного зодчества. Главный специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия сказал агентству ТАСС, что церковь можно восстановить, вопрос упирается только в деньги и время. Компания Nord Stream 2 подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода «Северный поток-2» в Дании. Параллельно компания продолжает ждать разрешения этой страны на строительство первого основного маршрута. Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев. Впрочем, в Nord Stream 2 ждут, что Дания все же одобрит первоначальный проект «Северного потока-2». Бывший член правления компании «Интеррау» Карина Цуркан останется в СИЗО до 14 ноября. Такое решение по итогам закрытого заседания огласила судья Анна Антипова. Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Она находится в столичном следственном изоляторе Лефортово. Свою вину Цуркан категорически отрицает и утверждает, что дело было возбуждено, чтобы сместить ее с занимаемой должности. Прощание с художественным руководителем театра «Практика», актером и режиссером Дмитрием Брусникиным пройдет в Московском художественном театре имени Чехова в понедельник в 11 часов. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище. Дмитрий Брусникин умер 9 августа в возрасте 60 лет. Официальный доллар на завтра 66 рублей 91 копейка, евро 76,68. В Москве сейчас около плюс 27, предстоящей ночью 13-15, завтра днем 27-29. Осадков не ожидается. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы». Реклама. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Совещание. Киңәшмә. Рабочее совещание. Эш киңәшмәсе. Рабочее совещание. Эш киңәшмәсе.
На предприятии «Сода» прошло рабочее совещание с участием заместителя министра правительства России. Сода оешмасында Русия хөкүмәте министр урынбасарының катнашлыгында эш киңәшмәсе узды. На предприятии «Сода» прошло рабочее совещание с участием заместителя министра правительства России. Сода оешмасында Русия хөкүмәте министр урынбасарының катнашлыгында эш киңәшмәсе узды. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия». В гостях у нас сегодня главный редактор информационного агентства «Медиакорсеть» Разиф Абдуллин и заместитель главного редактора, Булат, чуть не повысила вас до главного, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Булат Баширов. Что такое, не хотите занять место главного редактора? Нет. Ну как же так? Мы с вами остановились на том, что мы считали заголовками недели, проговорили об этом, и теперь я вам предлагаю перейти к теме «Цитата недели». Начнете, Булат, с цитаты Мы можем недели? дуэтом с Разифом Рауфовичем произнести, Давайте. Цитату. Статус снимают региональные власти, согласуя его с Министерством природопользования. Я надеюсь, что они примут единственное правильно осознанное решение, сказал Виктор Евтухов, говоря о вопросе, когда снимут статус с горы Тротау. Единственное правильное, верное решение – это наша любимая шутка на «Эхе Москвы» в Уфе. Мы очень любим эту формулировку, она там, правда, дольше звучит немножко. Там еще осознанное слово добавили. Да, конечно. Ну, а как иначе? Нет, у нас немножко другая цитата. Мы решили разбавить серьезность нашей повестки цитатой Динара Гельмудинова, которому сегодня, кстати, 49 лет исполняется, и мы его, конечно, все с этим поздравляем. Цитата его следующим образом звучит. «Если вы попадетесь, я вам никогда не помогу. Ни один человек ко мне не обращается с этим вопросом. Для меня даже близкий друг, который пьет за рулем, становится врагом». О как! Вот это да. Красиво звучит, да, поздравляем еще раз с днем рождения нашего дорогого главного инспектора дорожного движения. Я хочу поговорить в этой части программы, Разиф, о вашем материале, который вышел... Когда он вышел? Вчера он вышел под заголовком «Боимся второго улутюляка. В Башкирии строят дом возле газопровода». Расскажите, пожалуйста, что это за ситуация такая? Ну, есть у нас организация такая общественная по развитию местного самоуправления, которая сейчас активно выезжает в разные места республики, в том числе они выехали в Уфимские районы, и мы как бы с ними, ну, условно говоря, держим в курсе, куда они ездят, и иногда выезжаем вместе с ними. Вот, и в этот раз тоже наш корреспондент выехал на встречу с жителями, там это Уфимский район, деревня Михайловка, и они жалуются на то, что рядом с их двухэтажными домами стали строить многоэтажку 16 этажей. Вот. Ну, пока еще там площадку только осваивают, сваи еще не забивали. Вот. Но они опасаются, что это, каким последствиям это приведет. Главный аргумент, насколько я понимаю, это то, что это строительство очень близко от газопровода высокого давления. Я сейчас специально посмотрел нормативы. Там по утверждениям жителей 70 метров до газопровода, а разрешено строить не ближе 300. То есть они опасаются, вот как раз отсюда и родился этот заголовок, мы опасаемся нового улутюляка. Ну, все же, наверное, помнят, что это такое там было страшное. То есть есть вероятность, что будет повреждение? Да, это как бы небезопасно для жизни жителей. Они обращались куда-то с этой Они обращались и обращаются. Мы, в принципе, надеемся, что эти обращения помогут. Единственное, что пока непонятна позиция. Ну, до местных властей мы не успели достучаться, а вот застройщик, он говорит, что они получили разрешение именно вот в Уфимском районе. То есть, несмотря на то, что там... То есть, вот это вот немножко странно. Странно, а там по высотности нет никакого ничего, почему-то мне так кажется, что должны быть. Ну, и по высотности, там жители, которые построили дома, там, чуть подальше, условно говоря, высотой 2 этажа, у каждого из них есть разрешение, вот, им разрешено построить не больше 2 этажей. А вот насчет 16-этажности, это тоже как бы вопрос интересный. Ну, там же должно быть какое-то размежевание территории, да, в зависимости... Ну, да, вообще странно, что очень если странно. Там рядом малоэтажное строительство, то 16-этажную высотку. И что ситуация, как вы считаете, как она будет развиваться? Мы послали официальный запрос, то есть в разные курирующие организации, пока еще это
тема развивается. То есть я вот вижу, что вы в Госкомитет по жилищному строительному надзору тоже, или это жители обращались? Жители обращались. Ну и что, им ответили что-нибудь? Пока удовлетворительный ответ они не получили. А какой они хотят результат вообще видеть, чтобы что было? Я так Стройку понимаю, остановили? да, конечно, а как же еще? А это возможно? Ну, а почему нет? Ну, на каком этапе? Ну, там еще даже сваи не забивали, только как бы... Котлован? Да, котлован. Угу. Еще одна ситуация, которую тоже хочется обсудить с коллегами, она связана с тем, что у нас сейчас развивается. Это, конечно, больше, может быть, и федеральная тема, как мне вчера показалось. Вчера один программист, его зовут Иван... Так, я забыла его фамилию, сейчас я пока найду его фамилию, расскажу ситуацию. Он написал специальный скрипт, который отслеживает обновление списка экстремистов, который у нас ведет Росфинмониторинг. И в этом списке экстремистов, как выяснилось, 16 жителей нашей республики. Из них 12 человек – это жители Уфы. И 12 из 16 этих человек, они младше 30 лет. И есть предположение, что в списке экстремистов их внесли как раз по поводу того, что у нас сейчас очень активно идет преследование уголовное за лайки, репосты, картинки в соцсетях. Я вчера, когда эту новость писала, я подумала о том, что, наверное, это больше такая федеральная тема, и в Уфе, может быть, пока не было чего-то такого серьезного, да, что, ну вот, внесли. Но я вспомнила, что в апреле этого года в Башкирии вот мужчину привлекли к ответственности, как раз 50-летнего мужчину привлекли к ответственности за то, что он там в соцсети оставил какой-то комментарий. То есть для нас это, в принципе, уже, ну, не то чтобы не ново, но оно у нас есть, и это очень достаточно грустно. Мне вот интересно, что наши коллеги как-то на эту новость внимание не особенно обратили. На нее внимание обратили в соцсетях, в Фейсбуке, Лилия Чанышева об этом писала, блогеры писали, но почему-то в СМИ как-то это мимо прошло. Почему? Не интересно вам? Мне интересно. Нет, эта тема это резонансная, ее надо как бы поднимать и исследовать. Я просто честно скажу, что некоторые новости выпадают из нашей повестки просто потому, что мы что-то пропустили мимо своего внимания. Вот так вот. Это как бы, ну, некая, не знаю, недоработка или случайность, но это не означает, что эта тема неинтересна. Мы обязательно ею займемся. Ну, руки не дошли, честно скажу. Вот он, короче, сказал то же самое. Сода, да, у нас заняла все наше медиапространство на этой неделе. Тогда еще один материал я хочу с вами обсудить. Он, конечно, вышел на прошлой неделе. Это материал на про Уфу, который касается мужчины, освободившегося из колонии 9. Дарья Кучеренко писала этот материал. Это было, конечно, жестко, но продолжение эта история получила на этой неделе. В начале недели Дарья написала еще один материал про него, в котором рассказала, собственно, о его уголовном деле, о преследовании, как это вообще все начиналось, с чего все это начиналось. Я напомню, что его после того, как они с Дарьей съездили к Олегу Галину, да, председателю общественной наблюдательной комиссии, задержали второй раз, и он рассказал после того, как его уже отпустили, Дарье, о том, что мужчину этого, когда задерживали, сказали, ну вот, типа, побольше с журналистами общайся. Я вообще хотела спросить, а у вас в вашей практике были подобные ситуации, или это вообще впервые вот в Уфе? Ну, учитывая, что я в Уфе недолго живу и не очень хорошо... Ситуация наказания за то, что общается с прессой? Да. То есть, когда история о том, что где-то есть пытки, она становится, да, понятно, что они есть, но вот чтобы вот такое продолжение было. Я не припомню, к сожалению. То есть это такое новинка, да, для нас скорее? Я не припомню такого, чтобы за то, что человек с прессой общается, чтобы его потом как бы еще гнобили. Вот. Если по-простому. Интересно, что и на этой неделе была реакция ФСИН. То есть изначально, когда материал только вышел, реакции, конечно же, не было. На этой неделе она появилась. Нам позвонили представители ФСИН, сказали, что, вот знаете, мы вот подумали и вот решили отреагировать. Они сказали, что они не нашли, естественно, никакого подтверждения тому, что вот это все происходило так, как описывала это Дарья, так, как описывал это Булат Фарахов в своем материале. Обвинил буквально журналистов в том, что они там переврали все эти факты. И сказали, что, ну, в общем, там, проверяйте в следующий раз информацию. Очень, очень странная вообще вот такая реакция силовиков. Или это не странно для вас? Для меня это не странно. Не нужно было отреагировать. Они отреагировали. Что вы хотели?
Не, ну, единственное, я не могу говорить за Дашу, общалась она ли с пресс-службой ФСИН или нет, вот как бы при подготовке этого материала. Тут только единственный этот момент. И именно он всегда вызывает затруднения, когда какая спорная ситуация, пресс-служба обычно официальных ведомств либо отнекиваются, либо говорят, мы не можем комментировать, и все на этом как бы. Чаще всего так происходит, ну, если сложная какая-то тема. Вот, и поэтому я не знаю, Даша связывался или нет. Только здесь можно как бы какой-то некий момент упрека, может быть, какого-то принять. А если она связывалась, но и не давали конкретных ответов, значит просто. Но оперативно такую тему невозможно прокомментировать. Тоже верно. В течение дня. И еще тогда хочу ваше мнение спросить по поводу материала, который... Ну, не материал, а ситуация, она тоже случилась на прошлой неделе, но вот сегодня я прочитала на Фейсбуке, что, видимо, она получает свое продолжение. Альмира Жукова, на которую подал в суд благотворительный фонд «Мархамат», и Гульшат Хамитова заявила, что она написала обращение к Владимиру Путину и попросила его высказать свою точку зрения на то, Булат, вы уже смеетесь, сейчас вот расскажете почему. На то, как происходило это судебное заседание, вообще с чем это все было связано, почему вы смеетесь, что вам в этом всем не нравится? Ну, я сильно сомневаюсь, что Владимир Владимирович уделит время, во-первых, прочтению этого открытого письма, которого он, скорее всего, не увидит вообще, да. Как я предполагаю, с большой долей вероятности, данное обращение будет рассмотрено там в администрации. Ну, в отделе писем, да? Да, в отделе писем, отправлено вниз, в республику, оно вернется, будет инициирована какая-нибудь, возможно, там, недоследственная, это уж, какая-нибудь проверка каким-нибудь ведомством, каким-нибудь министерством, и все. Интересно, что «Коммерсант» обратил на это внимание, а медиакорсеть почему-то решила оставить без внимания этот материал. Разиф, а что у вас у нас так? не всегда некоторые материалы проходят. То есть бывает так, что мы как бы для себя решаем. Давайте посмотрим, как будет ситуация развиваться. Вот, мы изначально об этом суде, насколько я помню, тоже не писали. Да, у вас не было. То есть мы для себя решили, давайте посмотрим, что будет дальше происходить. То есть вы ждете чего теперь? Вот решение было, потом будет апелляция. Разбирательства окончательно. То есть пока же еще решение не вынесено. Какие вообще ваши прогнозы на апелляцию? Ну, я думаю, что победит как бы истец. Тут как бы трудно дать другой прогноз. Подождите, уже было решение суда первой инстанции? Нет, не было. Подождите, было 3 августа заседание, на котором ПРОФУ оштрафовали на 10 тысяч рублей. Коммерсант, кстати, писал об этом. За то, что ПРОФУ Альмиру Жукову и Рамилю Саитову их совокупно оштрафовали на 10 тысяч рублей. Так. За то, что Рамиля Саитова и Альмира Жукова написали обращение в ФСБ, а ПРОФУ об этом написала. И формулировки, которые там были, не понравились фонду «Мархамат», были в статье, имею в виду, и Гульшат Хамитовой. Суд оштрафовал? Оштрафовал Альмиру Жукову. Тут важна вот эта формулировка. Вынес решение. Да, он удовлетворил иск. Да. Все, потому что оштрафовал, это административное наказание. Там... Нет, суд удовлетворил иск, о штрафе, и теперь, насколько мне рассказывали и в ПРОФУ, и сами правозащитницы, они намерены, конечно же, это все оспаривать, а Рамиль Рахматов, редактор ПРОФУ, он еще и жалобу хочет писать в квалификационную коллегию судей. Они, конечно, считают, абсолютно правильно, пусть это делают. На мой субъективный взгляд, я, вот, скажем так, в этой судебной юридической журналистике, 8-й год, да, мне казалось, что вообще тут иска нет никаких перспектив. Но всем так казалось, но тем не менее, решение это было принято. Не хочу никого обидеть, есть суды первой инстанции в Республике Башкортостан, есть апелляционные инстанции. То есть вы считаете, что есть... Ты считаешь, качество правосудия в апелляционной инстанции выше? Ну, мне кажется, да. Ну, вот, я хотел это услышать. То есть вы, на ваш взгляд, все-таки, если ребята подадут апелляцию, конечно, то апелляцию они выиграют? Ну, мне кажется, с большой долей вероятности. А вообще, насколько это случай уникальный, когда вот настолько... Что-то было, у меня в памяти что-то такое плавает, и там, насколько я помню, иск удовлетворен не был. Вот, буквально что-то вот в районе 2 лет назад. Если говорить о том, что супруга первого лица региона, когда обращалась в суд, такого вообще никогда не было? Не супруга, вот... Я не помню, коллеги, я не помню, с кем это было связано. Это было в Башкирии тоже? Это было в Башкирии. А суд подавали на журналистов или на правозащитников?
не могу вспомнить детали. Я могу тоже просто было привести обращение пример. После выборов директор одной из школ обратился в суд на наше издание, потому что мы привели высказывание, что она участвовала в обросе бюллетеня, потом это не подтвердилось. Вот, в итоге говоря, когда... Это в этом году выборы, которые были? В 2016 году. А. В итоге, когда суд разбирался, условно говоря, СМИ признали невиновным, потому что мы процитировали то, что сказал другой человек. Потом мы его же слова проверили, потому что мы спросили о ситуации в Центральной избирательной комиссии, и опровергли это высказывание предыдущее. То есть, как бы СМИ здесь поступило профессионально. Была оперативная информация, которую мы озвучили, потом продолжение темы мы как бы закончили, что это не подтверждается. Просто для меня, вот как для здесь человека, который в Башкирии живет не очень долго, для меня не очень нормальной, но такой привычной практикой является, когда в суд все-таки на журналиста подает какой-нибудь Роскомнадзор. А тут, чтобы вот настолько все крупно и настолько все интересно, это впервые. Ну да. Ну что, мы тогда будем, наверное, заканчивать. Коллеги, спасибо вам большое. Я напомню, что это у нас была первая редколлегия за долгий перерыв. Надеюсь, что мы продолжим с вами общение и в последующем. Напомню, в гостях у нас сегодня был главный редактор информационного агентства «Медиакорсеть» Разиф Абдуллин, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Булат Баширов. С вами была Елена Черкова. Всего доброго, спасибо и пока. Всего доброго. До новых встреч. Никакого